Абхазии ввел полугодовой мораторий на перевод сельскохозяйственных земель в другие категории. Для чего это делается, как к этому относятся администрации районов и насколько целесообразно выделять какие-то зоны для сельскохозяйственных нужд и для туристических нужд? Об этом мы подробно поговорили с главой Галского района Константином Пилия. Константин Эдуардович, вот вопрос перевода земель из сельскохозяйственных в другие категории в последнее время в обществе обсуждается и на уровне властей тоже. И в беседе на радио «Спутник» министр сельского хозяйства и депутат Димур Гоги эту тему у нас обсуждали, и они сказали о том, что чаще всего, и это запрос, который поступает от администрации городов и районов. Нам интересно, чем мотивируют районы, когда просят перевести земли из одной категории в другую, и насколько часто это происходит вот на примере вашего района? Добрый день, Нелла, добрый день всем слушателям. В нашем районе, в Гальском районе, такого прецедента не было ни разу. За последние 5 лет, по крайней мере. На мою бытность еще ни разу мы не обращались за переводом земель. У нас в основном сельскохозяйственный район. А если говорить о моем мнении, да, там, как руководителя, считаю, эту тему не надо было блокировать и накладывать мораторий. Нужно определенное зонирование делать, оставить районы сельскохозяйственные. А если вы, наверное, имеете в виду Гагру и другие районы, да, конечно, туристический бизнес, он намного ликвиднее, намного рентабельнее. И человек, когда имеет какие-то средства, конечно же, будет больше делать уклон на туризм, потому что это совсем другая сфера, это быстрые деньги против сельского хозяйства. Но у нас страна и туристическая, и сельскохозяйственная одновременно. Потому надо, наверное, сделать определенные районы, где эта тема никогда уже подниматься не будет, все зафиксировать зонами, что это сельхоззоны, и все, и точка. А так просто блокировать эту тему и ставить на мораторий, на паузу. Все равно через определенное время эти будут проблемы накапливаться, и от них убежать будет невозможно. А это люди обращаются, когда уже там что-то сделано, какие-то планы, проекты. Люди понимают, что если возьмут эту землю, то она для туристического бизнеса очень подходит. Блокировать этот вопрос не стоит, то есть можно зонировать какие-то районы, отдать под чисто туристические нужды, и там уже перевод земель допустим, а в каких-то районах упор сделать на сельское хозяйство. И именно так. Вот наше мнение, мое мнение, именно так. Именно, как вы сейчас сказали, именно произвести зонирование, определить сельхозрайоны, определить там качество земель, определить те возможности, на которые сейчас мы способны, и сделать это за сельхоз землями закрепить. А другие районы, где люди могут вложиться, и это, я повторюсь, это быстрые деньги, это быстрая дача, оставить за людям, чтобы могли делать туристические объекты. Все-таки туризм это, наверное, первое. И сельскохозяйство, конечно же, тоже. Туризм у нас как бы идет впереди. У нас не такая богатая страна землями, у нас мы не можем там сотнями тысяч газ возделывать, у нас нет таких возможностей. Но те возможности, которые у нас есть, они для нас достаточны. А более для сельского хозяйства надо просто определить зоны. Считаю, блокирование и накладывание моратория – это просто собирание проблем. Эта проблема не рассосется. Скажите, пожалуйста, а сама процедура перевода земель вот на вашем уровне, как это выглядит? Расскажите, вот вдруг запрос будет. Да, она, по Гальскому району, я вам повторюсь, у нас таких прецедентов не было, еще в нас заинтересованности, наверное, не было людей, но рано или поздно к нам тоже пройдет это. И тогда этот вопрос станет и перед нами. Процедура архисложна. Хочу вам искренне сказать, кто не знает. Процедура, сейчас, если я буду говорить, я бы займу у вас минут 10 времени, какова процедура перевода земель. Она архисложна. Но люди идут на это. Люди идут на это, есть запрос. Сейчас парламент так решил наложить мораторий. Наверное, хочет, чтобы проблемы как-то рассосались. Проблемы не рассосутся. По всему надо определить зоны, в которых можно заниматься и нужно сельским хозяйством. Константин Эдуардович, вот вы говорите архисложное, но если коротко, я понимаю, что это много времени может занять, но вот если коротко попробовать, то есть в начале решения должны принимать собрания районов, на районные собрания. Или же... Нет, сам перевод земель, вот человек взял в аренду определенный участок земли, да, под сельхозку там или под что, запросил определенно. Она оказалась за сельхозземлей, сельхозмест. Так вот, он обращается в администрацию с прошением: прошу вас перевод привести из земли. Значит, соответственно, там, где насаждения, если они высококачественные, значит, их списание не произойдет.
Ну, если все-таки списание произошло, то человек должен заплатить за все насаждения. Это как возмещение вот этого ущерба сельскохозяйства. Он оплачивает за каждый корень там. Так, сначала процедура списания. Она проходит через кабинет министров. Каждый член кабинета министров это все рассматривает. И если на это Министерство сельского хозяйства дало добро, значит, эта земля остается за сельхозпредприятием, но со списанными насаждениями. После человек обращается, уже перевод категории земли. Опять документы попадают в Гальскую, там, в определенную администрацию, и заново администрация формирует пакет документов, опять посылает на кабинет министров, опять до заседания кабинета министров, потом направляется в парламент, потом парламент большинством голосов принимает решение по каждому индивидуально, потом заново отправляется в кабинет министров, формируется пакет, отправляется в администрацию района, и только потом администрация выдает уже соискателю этого участка. Эта процедура при самом лучшем года 2. Надо человеку этим заниматься. Вот такая процедура. Очень сложная, она со сроками, конечно, сложно. Но это мое мнение, что нужно определенное зонирование делать и закрывать вопросы. Просто мораторий, он дает передышку. Этот парламент мораторий не снимет, следующий обязательно снимет. Потому что очень много людей под это дело заявляются. Потому нужно определить зоны и закрыть тему. Для Галского района это может быть не так актуально, потому что туризм пока не сильно развит в районе, почти не развит, можно сказать. Но, тем не менее, да, возможно, что в ближайшее время для вас тоже этот вопрос будет остро стоять. А вот земельная комиссия, есть ли она? И кто в нее входит? Конечно. Конечно. В земельную комиссию уходит около 11 сотрудников администрации. Это и архитектор, это и землестроитель, это и юрист. Это и отдел приватизации, много-много, это и эколог района входит, много-много и заместителей главы, много кто входит, и земельная комиссия, она рассматривает те или иные документы, она рекомендует, да, можно, нет, нельзя. Если рекомендует, комиссия одобрила, то, значит, уже глава администрации выдает распоряжение и подписывается договор об оплате и о сроках. Константин Эдуардович, вот вы сторонник того, чтобы этот запрет был снят, но с точки зрения перспектив, да, в будущем, сейчас понятно, что администрациям нужны деньги, да, на развитие, на инфраструктуру, и туризм может эти быстрые деньги дать, но в будущем, если говорить о какой-то там продовольственной безопасности, о развитии сельского хозяйства, о новых каких-то возможностях, которые могут появиться, с этой точки зрения, если на чашу весов вот эти перспективы и туризм поставить, все-таки... Я отвечу. Потому мое мнение определить именно сельхоззоны. Сразу их определить, закрепить их, сделать и все, и там уже ничего не переводить. Все эти зоны для развития сельского хозяйства. Плодородные земли, хорошие земли. У нас же есть и села, где земля считается сельхоз, да, сельхозземля назначения, а она не плодородная, или суглинок. Или глинозем, там ничего не растет. Но фактически оно остается, в итоге ничего не выращивается и по другое не выдается. Зачем? Пускай люди сделают там какой-то туристический объект, какой-то экопарк, этнопарк. Ну, понимаете, это каждый надо подходить индивидуально. Но, видно, скорее всего, заявок очень много, и потому парламент сейчас решил перед каникулами вложить мораторий. Ну, им виднее, но мое мнение останется таковым. Считаю, что нужно определить сельхоззоны, сельхозрайоны, и определить зоны для курорта, туризма, рекреационные. И тогда будет меньше обращений, меньше переводов на этом этапе. Но я думаю, после кадастра все будет ясно. Когда с кадастром разберемся, уже тогда будет все понятно, где какие земли, вот тогда парламент, возможно, вот такое и примет. Пока имеем то, что имеем. Ну, общее представление должно быть, чем вообще страна обладает, поэтому очень важен кадастр, как вы сказали. А категории земель, которыми располагает администрация, вот мы сейчас говорим про сельскохозяйственные и под туристические нужды. Какие еще есть? Может, есть какие-то другие варианты перевода земель? Ну, земли, нет, других вариантов нет. Если касается земли в селах, да, то в основном они сельские земли все считаются под землей сельхозназначения. Ну, вопрос тщательного изучения и возможных рисков в будущем, вот с таким расчетом на то, что в будущем, во-первых, отрасль туристическая, она чувствительна, и государство вместо того, чтобы заработать, может столкнуться с серьезным, да, кризисом недополучения средств.
Поэтому это, да, должны... И это возможно. И экономисты, и представители администрации, вообще сообщество, которое как бы задействовано в этом вопросе. Оно должно быть совершенно верно. Оно должно... Да, именно широкое обсуждение должно получить. Но сейчас то, что парламент наложил мораторий, наверное, и министерство было соучастником этого процесса. Наверное, они сейчас выиграли время для того, чтобы обдумать эту всю ситуацию. Но по истечении этого периода они должны нам выдать народу решение. А не просто бах и мораторий снят. Наверное, мы будем ожидать какое-то решение уже от представителей власти. Спасибо, Константин Эдуардович, за ваше мнение. Благодарю. Спасибо, Нова. Всего доброго. До свидания. Напомню нашим слушателям, это был глава Галского района Константин Пиля. Мы говорили о временном моратории на перевод сельскохозяйственных земель в другие категории, чем мотивируют законодатели этот шаг и как к этому относятся в местных администрациях.